Ах, весна! Как же приятно видеть набухающие почки на деревьях, первую зелень под ногами, цветущие растения, в воздухе витают ароматы свежей листвы, а вместе с ними и аллергены. У большинства людей весна вызывает положительные эмоции, но для аллергиков это пора настоящих испытаний. Люди, склонные к аллергии, начинают свой ежегодный ритуал чиханий и сморканий. В медицине это называется полиноз – весенняя аллергия, которая чаще бывает на пыльцу растений. Пик аллергических обострений приходится, как правило, на период цветения деревьев и кустарников. Аллергия – это реакция повышенной чувствительности организма. То есть это такое состояние, когда иммунная система нашего организма начинает бороться с абсолютно безвредными веществами. И очень часто с наступлением весны, когда имеет место быть ОРВИ, остро-респираторно-вирусные заболевания, и как раз-таки проявление весенней аллергии, что по своим симптомам напоминает нам аллергию и схоже с простудными состояниями, необходимо обязательно правильно делать подход к таким пациентам, не перепутать с ОРВИ-аллергию. Сезонную аллергическую реакцию часто люди путают с простудным заболеванием, так как они имеют похожие симптомы – чихание, насморк, аллергический ринит, першение в горле, кашель, покраснение глаз, слезоточивость и зуд век. Как отличить аллергию от простуды? Следует знать, что при аллергии нет температуры. Кашель возникает в основном ночью и внезапно. На улице самочувствие ухудшается, после дождя симптомы ослабевают. Причины появления аллергии могут быть разные. Если иммунная система человека дает сбой, то при попадании пыльцы на слизистые или кожу начинает вырабатываться гистамин. Это вещество провоцирует неприятные симптомы, характерные для сенной лихорадки. Период возникновения или усиления симптоматики совпадает с цветением конкретного растения. Иногда у человека формируется иммунный ответ на несколько видов растений, которые цветут в различное время. В этом случае полиноз может длиться по несколько месяцев. Аллергия и иммунная система – это два взаимосвязанных состояния. То есть вообще по своей сути иммунная система, она создана для того, чтобы защищать наш организм от вирусов, бактерий, различных аллергенов. То есть иммунная система, она должна сохранять наш внутренний гомеостаз, подготавливать наш организм к воздействию различных факторов. И поэтому аллергия и иммунная система – это два тесно связанных состояния. Если иммунная система работает в недостаточном своем порядке, то есть происходит ложное восприятие за вредные вещества, обычно типичных нам аллергенов. Пыльца растений, одни люди их переносят, а другие влияют на них как на полиноз. И также домашняя пыль, плесень, различного вида аллергены. Это когда иммунная система работает активнее, чем она должна, и воспринимает обычные вещества как вредные. И есть такое понятие недостаточная иммунная система и гиперактивность иммунной системы. Когда иммунитет работает в более активном режиме, это проявляется в виде аллергических реакций. А когда иммунная система, она работает в недостаточности, то есть иммунная недостаточность, это проявляется первичными или вторичными иммунодефицитными состояниями. Как правило, аллергия, она в основном является генетически предрасположенным состоянием. Потому что когда пациент приходит на прием, и мы выявляем у них причины, уточняем причины заболевания, мы, как правило, спрашиваем, есть ли в семье аллергики, родственники по маме, по папе. И все-таки в большинстве случаев имеет место генетическая предрасположенность. Конечно, и без генетических предрасположенных факторов мы тоже встречаемся с аллергическими заболеваниями. Тем не менее, подавляющее большинство – это генетика. Так почему же возникает аллергия весной? Генетическая предрасположенность, нарушение иммунитета, неблагополучная экологическая обстановка, частые респираторные болезни, хронические стрессы. Как выяснилось, частые стрессы тоже могут вызвать аллергию. Они связаны через иммунную и нервную систему. Хронический стресс повышает уровень гормонов кортизол, адреналин, которые провоцируют выброс гистамина, усиливая воспаление. Стресс не вызывает аллергию с нуля, но делает организм уязвимым, обостряя реакции на пыльцу или пищу, вызывая кожные дерматиты.
Кожные дерматиты, мы их называем в зависимости от проявления аллергический дерматит, аллергический контактный, атопический дерматит. Ну, это все подгруппа дерматозов, крапивница, ангиоотеки, то есть кожное проявление аллергических заболеваний. Оно тоже имеет различные проявления и причины возникновения. Так как мы сегодня обсуждаем про аллергические заболевания и весенний период, хотелось бы сказать, что также помимо респираторных проявлений у пациентов с аллергией на цветение могут проявляться и кожные проявления. Также и аллергические дерматиты могут возникать от воздействия ультрафиолета солнечных лучей. То есть есть такие пациенты, которые состоят на учете. Мы им даем рекомендации, которые они должны пожизненно соблюдать. И проявление кожных дерматитов, оно тоже может быть связано с различными аллергенами, стрессовыми состояниями, лекарственными препаратами, пищевыми продуктами, образом жизни. И часто мы сталкиваемся в последние десятилетия с появлением хронической спонтанной крапивницы. То есть это такой вид дерматоза, который при множественных исследованиях даже не удается уточнить причину этого заболевания. Это многофакторное заболевание, факторы окружающей среды, образ жизни, питание и в совокупности различные аутоиммунные заболевания, которые могут приводить к таким длительным кожным проявлениям, как хроническая, спонтанная или по-другому мы ее называем идиопатическая, то, что означает беспричинная крапивница. Стресс может влиять на аллергию, потому что состояние стресса, длительное пребывание в стрессовом состоянии, оно само по себе угнетает активность иммунных клеток. И на фоне ослабленного иммунитета любые, не только аллергические заболевания, любые заболевания, они протекают гораздо тяжелее, потому что иммунитет, он находится в очень неактивном состоянии и в связи с длительным стрессом, депрессивным состоянием. То есть наши защитные клетки, они находятся в очень вялом состоянии. И, конечно, длительное пребывание в стрессе может влиять на развитие аллергии. И появление аллергии в некоторых случаях может быть связано только с наличием длительного стресса, потому что организм, когда он начинает неправильно воспринимать окружающую среду, это уже готовое проявление аллергических заболеваний. У детей раннего возраста ведущими в развитии аллергического заболевания являются пищевые аллергены. Аллергия объясняется незрелостью иммунной и ферментной систем желудочно-кишечного тракта. В результате этого пища может не расщепляться до неаллергенных составных, что способствует развитию аллергической реакции. В первую очередь мы должны оценить анамнез, так называемый. Это была ли аллергия у родителей этого ребенка, то есть есть в семье аллергические заболевания или нет. В зависимости от этого у ребенка может быть предрасположенность к развитию аллергических реакций. Это в первую очередь должно беспокоить маму, и на это в первую очередь обращает внимание педиатр на приеме, на первом приеме. Спрашивает, есть ли аллергические реакции в семье у родителей. И в зависимости от того, если есть пищевая аллергия или есть проявление аллергии, то есть риск развития аллергии у ребенка, ребенку назначается гипоаллергенное питание. И ребенок охраняется для предотвращения развития аллергии. Очень важно, чтобы диагноз ребенку был выставлен правильно. От этого зависит тактика дальнейшего лечения, и от этого зависит успех нашего лечения и состояние здоровья ребенка. Специфической профилактики сезонной аллергии нет, однако существуют общие рекомендации, которые помогают уменьшить вероятность развития или обострения аллергических реакций. Мы рекомендуем пациентам закрывать окна в сезон цветения, устанавливать специальные защитные HEPA-фильтры, которые не пропускают мелкую пыльцу, проводить регулярную влажную уборку. Самое лучшее время для прогулки для пациентов – это погода после дождя, когда пыльца прибита дождем к земле,
и пациент может спокойно прогуляться. Конечно, весна – это самое красивое время года, когда хочется вздохнуть, выйти на улицу, погулять. Но, к сожалению, для многих пациентов наших это красивое время года является очень проблематичным периодом времени года, потому что они в силу своих желаний должны быть ограничены многими мерами. Необходимо носить маску, чтобы пыльца не попадала на слизистые носа, солнцезащитные очки. То есть это такие барьерные функции, которые пациент с полинозом должен соблюдать. Самоназначение пациентам с аллергией делать не рекомендуется. И сюда же входит применение народных средств. Потому что народные средства – это, как правило, биологически активные добавки. Это травяные настои различные. Потому что у пациентов с полинозом, например, может встречаться перекрестная реактивность к этим же травам. Если пациент даст реакцию, она может даже вот как раз-таки проявляться и падением давления, и чувством затрудненного дыхания. Когда падает давление, естественно, пациент начинает терять свое сознание. То есть это нерекомендуемый вид терапии. И самолечением заниматься не рекомендуется, потому что полиноз он может перейти в бронхиальную астму. А бронхиальная астма – это хроническое заболевание, как нам известно, характеризующееся приступами удушья. И если на ранних стадиях сделать правильную профилактику, соблюдать соответствующие меры предосторожности, этого заболевания можно избежать. На базе кожно-венерологического центра в Чеченской Республике функционирует отделение, оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить комплексную диагностику и лечение аллергических и иммунологических заболеваний. В их числе спирометр, с помощью которого можно за считанные секунды оценить работу легких, выявить признаки хронических изменений дыхательной системы и определить эффективность газообмена. У нас сейчас на базе 4-й городской клинической больницы развернуто отделение с круглосуточным пребыванием. Здесь мы можем проводить кожно-скарификационные тесты для выявления аллергических реакций. Также у нас в отделении будут госпитализироваться пациенты с различными формами аллергодерматозов. Это крапивница, аутовоспалительные заболевания, иммунодефицитные заболевания, первичные иммунодефициты, вторичные иммунодефициты и часто болеющие пациенты. Пациенты с крапивницей, которые требуют проведения дифференциальной диагностики. То есть это отделение специализированной аллергоиммунологической помощи. Это единственное отделение в республике. И я очень горжусь, что в нашей республике мы можем теперь оказать такую специализированную помощь нашим пациентам. Весенние аллергии могут быть серьезной проблемой, но с правильной профилактикой и лечением можно значительно улучшить качество жизни. Если у вас возникают симптомы аллергии, важно обратиться к врачу для получения рекомендаций и назначения лечения. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы и наслаждайтесь весной.